Все так же взрослых дома нет и те же провода, которые тянутся от небольшой пристройки за домом Куркиевых. Такая картина контролеров застает уже второй день подряд. Буквально вчера комиссия обрезала так называемую накидку и составила акт о безучетном потреблении. Но, как видно, беседа с нарушителями ни к чему не привела. Мало того, что за семьей тянется долг в 62 тысячи, теперь им придется еще и штраф выплатить в размере 64 тысячи. В этом доме была обнаружена сыроварня, незаконно подключенные таким накидочным образом были накидки. И на них был составлен акт, они были отключены, после чего повторной проверки сегодня выявляется, что они подключились повторно. И сейчас будет на них подготавливаться дополнительное самовольное подключение, акт, и эти акты будут передаваться в ГОВД, в отдел безопасности. И если в первый раз обрезали только незаконную отводку, то сейчас от электричества отключают весь дом. И не факт, что урок все же усвоят. Впрочем, таких на улице Казбеги, да и во всем так называемом Центр-Камаде немало. Здесь у нас проживает 1705 абонентов. И из них 30% только оплачивают. Из 19 с лишним миллионов долга, это если считать за весь микрорайон, 1 094 000 приходится именно на эту улицу Казбеги. А везде зарегистрировано всего 76 абонентов. Электрики даже подсчитали, что долги варьируются от 5 и до 60 тысяч. И эта сумма копится уже третий год подряд. Комиссия останавливается у каждого третьего дома. Везде левые провода и безучетное хищение. К примеру, жителей 49-го и 50-го домов контролеры даже ни разу в глаза не видели, но каждый раз натыкаются на вновь подключенные провода. Спрашиваем у соседей, они отвечают, то они в Ставрополе, то они в Москве находятся. Конкретно нам по этому данному адресу нам никто ничего не говорит. Это мы даже, можно сказать, 2-3 года. Если, да. А вы пытались как-то с ними связаться? Ну как мы свяжемся? Приходим, стучимся и выходим от этого дома. А потом отключаем. Отключали несколько раз. Они потом самовольно подключают к прибору. Мало того, что такие накидки делают в обход всяких мер безопасности, так еще сеть перегружают. Отсюда и частые скачки напряжения и перебои с электричеством. Кстати, жалуются в основном именно жители улицы Казбеги. Аюб Илиев за коммунальные услуги платит исправно и не понимает, почему должен мириться с такими трудностями. Ama taşı холодильник оплатım da yok. Холодильник yok, телевизор yok, телевизор yok. Ya kadar tok tutmuş. Bak, hatta lamp hasok şu lampu bir benzin gah уже tap yok da yok. Alvaqo vaset atstosu da var set yok. Takıya doğru dilatın yethamudat. Tulaşın yok. Radih çaq var sor divat domda. Biz uçotni var. Çaqloş tulaşın yahma set mu. Тонарки вещицы в любом случае. Оплатить В доме открывают там сварочные цеха, незаконно вот так потребление идет. И после этого, а люди жалуются именно на этой улице, по Казбеги. Очень много жалоб по нехватке электроэнергии, 3-4. Но у нас трансформаторы не безразмерные, они рассчитаны на свои киловатты, на свое население. И вот такие дополнительные расходы, которые они здесь занимаются, и вот они и создают проблемы. Следующий адрес – та же история. Комиссия уже в третий раз обрезает эти провода, а хозяева не утруждаются даже выйти из дома. Гостей встречают дети. По этому адресу у нас на сегодняшний день 85 тысяч долг. Ни одной оплаты у нас нету. За 16, 17 и текущий 18 год неоднократно мы этот дом отключали, но тем не менее они, как и другие наши абоненты, самовольно подключаются. Мы стучимся, чтобы вышли дети, потом еле-еле мать ихняя вышла. Она говорит, комментарий давать не буду, я уже не хозяйка этого дома, просто я пришла в гости. Мириться с поведением энерговоров в МРСК не намерены. Уже третью неделю они снова и снова по кругу обходят поадресно всех нарушителей. И каждый раз это новый акт и новый штраф. Комиссия напоминает, отсидеться за закрытыми дверями они могут только в ближайшие 3 дня. А после документы направят в правоохранительные органы. Хади Добриева, Хаваш Гойгов, Новости 24.